При рождении третьего ребенка землю дали здесь. О своем доме Мустафины мечтают 7 лет. За это время в семье родился уже 4-й ребенок. Участок используют как огород, детскую площадку и баню. Баню сам устроил. И печки сам строил. В 2015 году семью поставили в очередь на получение субсидий по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Она рассчитана на молодых специалистов и многодетных семей. Мустафины должны были получить 1 миллион 200 тысяч рублей на строительство дома. Поднять его на свои деньги семья не в состоянии. Суду попытались взять. И в банках это у вас иждивенцев много не дали. На участке в 14 соток есть все, чтобы поднять свой дом. Сюда подведены свет, вода, вот этот фундамент залили еще 4 года назад. Но дальше стройка не продвигается. Очередь на получение субсидий движется медленно, сетует Ильсияр. Сейчас в списке только в Камско-Устинском районе 46 семей. Мустафины 37-е. Период до 2020 года. Скоро эта программа заканчивается. И потом они нам скажут просто: вы не попали, извините. А что нам делать? Всем же дают. Почему они все говорят: ждите очереди? Но там же не идет по очереди. Одна женщина стала на 1 год раньше меня. Она уже 3 раза получала. До них еще люди, которые стали раньше, в 2008 году, не получили. В администрации объясняют, деньги выделяются в зависимости от даты постановки на учет и этапа строительства дома. Мы писали на имя министра сельского хозяйства Ахметова письмо, чтобы нам увеличили лимит выделения средств на многодетные семьи, чтобы их мы могли как-то обеспечить. В этом году, например, нам выделили всего 1 миллион денег по этой программе. Семья Мустафиных сейчас ютится в двухкомнатной малометражке. О своей комнате дети пока только мечтают. Я очень уже хочу переехать, там в квартире тесно. Тут есть огород, не надо ничего из магазина. Финансирование программы в этом году не увеличат. В районе еще 10 многодетных семей, которые так же, как и Мустафины, ждут, когда на участках закипит работа. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Камско-Устинский район.